7 мая Россия отмечает День радио. Именно в этот день, в 1895 году, российский физик Александр Попов продемонстрировал сеанс радиосвязи. Впервые эта дата была торжественно отмечена в СССР в 1925 году, а с 1945-го День радио празднуется ежегодно. Сегодня праздник объединяет не только радиофизиков, но и средства массовой информации – радио, телевидение, интернет. В канун торжества ежегодно Министерство информационной политики собирает представителей СМИ, проводит форумы, семинары, встречи. Информационные технологии на службе общества, бизнеса и власти. Сегодняшний форум посвятили IT-технологиям. Открыл его заместитель министра Михаил Анисимов. Работу форума начали с вручения ведомственных наград. Среди награжденных директор Канашской студии телевидения Владимир Тимофеев. Тимофеев Владимир Александрович, директор общества с ограниченной ответственностью Канашская студия телевидения. Владимир Александрович в этой сфере работает много лет. В городе Канаше он первым протянул сети кабельного телевидения. Сегодня руководит телевизионной студией, является оператором кабельной связи и интернета в городе Канаше, поселке Вурнары, Чувашия и в городе Волжске Марийской республики. Мой путь в области связи начинался с Северной Осетии, где я учился этому ремеслу. Но и вот в течение 13 лет, как мы появились на рынке в городе Канаше, заслужили данную награду. Это отрадно, что министерство является объединяющей структурой Чувашской республики. Когда мы начинали оказывать услуги кабельного телевидения, впоследствии интернет-услуги, с того момента очень много произошли изменений. И сейчас, соответственно, уже IT-технологии пошли. Но и мы отчасти принимаем в данном направлении участие. Хотелось бы еще больше влиться в эту технологию в городе Канаше и продвигать IT-технологии на своих сетях и предоставлять услугу нашим населению, абонентам нашим. Не только это в городе Канаше, и в городе Волжске Марийской республики, где мы работаем, в поселке Вурнары, где мы работаем, но и предстоит еще в Канашском районе. Вот. Мне бы хотелось данную технологию продвинуть. Молодежь, которая интересуется IT-технологией, пригласить к себе на работу, потому что будущее за ними, и они продвигать будут. Им это более доступно, чем нам, нашему поколению. От души поздравляю всех своих коллег с наступающим праздником Днем радио. Желаю крепкого здоровья, успехов творческих в работе. IT-технологии – технологии настоящего и будущего. Чувашская республика – одна из тех, кто активно развивает эту отрасль, обучает молодежь, финансирует инновационные проекты. Специалисты в ходе форума работали в 3 секциях. Это информационные технологии и бизнес, электронные услуги как зеркало отношений гражданина и власти, IT-безопасность в современном мире. Технологии современного общества развивает и компания «Телеком Плюс». Компания «Телеком Плюс» на сегодняшний день также развивается в сфере IT-технологий. У нас есть IT-специалисты, как раз, которые ответственны за эти сервисы. Получается, что на сегодняшний день мы одни из ведущих в городе Канаше операторов связи. Хотелось бы, конечно, в честь праздника День радио поздравить всех специалистов, которые работают в этой сфере, руководителей, конечно, должностей, это в первую очередь. И ни для кого не секрет, что в нашем современном мире это сейчас неотъемлемая часть. Мы везде, где бы мы ни были, у нас есть телефоны, есть интернеты, и компания «Телеком Плюс» с радостью предоставит вам эти услуги. Конечно, также с 9 мая хотелось бы поздравить наших дорогих ветеранов, благодаря кому мы обязаны, так сказать, и очень чтим эти моменты. Спасибо вам.
В Национальной библиотеке собрали практически всех операторов связи. Обмен мнениями, опытом, личные пожелания в честь праздника. Дружеская встреча стала полезной для каждого из них. Олеся Григорьева, Евгений Назаров, Чебоксары.